Хурметли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня я хотел бы поговорить о двуликой сущности башкирского народа и об будущей власти в Республике Башкортостан. Так вот, у нас у башкир есть такой знаменитый эпос, называется Урал-Батыр. Ученые говорят, что ему несколько тысяч лет. Вполне возможно, потому что, насколько я знаю, таких эпосов всего там 2 или 3 во всем мире. Так вот, по этому эпосу там есть два героя. Урал-Батыр, положительный герой, и Шульген, отрицательный герой. Это два брата родных. И Шульген, он предает своего отца, предает своего брата родного, то есть брат идет против брата. И вот в этом случае было разделение башкирского народа. И с тех пор так оно и пошло. Уравы, есть Уравы, это великие сыны башкирского народа, которые всегда боролись за свои права, отстаивали за свой башкирский народ, и шульгены, которые были против своего народа. Я же их называю, еще можно назвать по-другому, как я называю, это башкорты и башкирцы. Особенно это проявилось в 17-18 веках в знаменитых башкирских восстаниях, вот эта вот двуликая сущность башкирского народа. Когда башкирцы подавляли восстание башкортов. Башкорты поднимали восстание за свои земли, за свою религию, за свои права. А башкирцы вместе с карательными царскими войсками подавляли их. И даже вот эта знаменитая трагедия в селе Хюянтус, по-русски это будет Суянтус, где был осуществлен геноцид башкирского народа. Я считаю, что это был геноцид, и многие башкиры так считают. И мы рано или поздно признаем это, сделаем так, чтобы его признали как геноцид. Так вот, в этом геноциде участвовали и свои же башкирцы, которые точно так же перебили больше 1000 человек вместе с царскими войсками. Перебили больше 1000 человек, перекололи штыками, а больше 100 человек согнали в амбар и сожгли их живьем. В начале 20 века, когда Заки Валиди вместе со своей командой основывал республику, точно так же проявилась сущность башкирцев, которые на стороне коммунистов выступали против Башкирской автономной республики, против территориального ее образования. Был, конечно, Курбангалеев, но я его не считаю башкирцем. Все-таки он и против коммунистов был до конца. Но были те, которые вот именно пошли к коммунистам и были против Валидова. Это были башкирцы. И сегодня, в наше время, то же самое. Отлично это проявляется, двуличная сущность башкирского народа, башкирцы и башкорты. Башкирцы сегодня сидят у власти. Это Хабиров и его команда. Бадранов, Кельсинбаев, Абдрахманов, Авзалов. Вот это вот самые настоящие башкирцы. Вокруг них команда титушек, которая им помогает, из тех же самых башкирцев. И башкорты. Даже если вспомнить Хамитова, который вроде бы как всегда считал себя татарином, но потом в конце заявил, что он башкир, осознал это или он это делал, желая понравиться жителям Республики Башкортостан. Не знаю, но даже при его правлении, 8 лет он правил в республике, никого не посадили из башкир. Организацию башкорт не запретили, Айрата Дильмухаметова не посадили. Да, были гонения, конечно, были очень сильные гонения на башкир, но до такого не доходило. Пришел Хабиров, свой же башкир, и что произошло? Организацию башкорт запретили, Айрата Дильмухаметова посадили, Рамилю Саитову посадили, 4 парня наши башкиры по Кармскалинскому делу сидят. На всех башкир неугодных идет давление. То есть не просто давление, как во времена Хамитова, а прям сажают. И это делает кто? Это делают башкирцы. Так вот, я к чему это все веду? Когда наступит час X, о котором я так часто говорю, он рано или поздно наступит, нам надо быть всем готовым к нему,
Так вот, у нас, у народа Республики Башкортостан, у башкирского народа появится окно возможностей, когда нам вновь придется взять все в свои руки и осуществить демократические преобразования в Республике Башкортостан, выбрать достойное руководство, ну и так далее. И вот здесь, насколько я знаю, мне, скажем так, определенные источники об этом сказали, которым я доверяю, которые сидят там во власти в Республике Башкортостан, в правительстве. Так вот, Бадранов подготовил документ для Хабирова, что они будут делать в случае часа X. А они, естественно, они хотят остаться у власти, конечно же. Они, конечно же, хотят остаться у власти, чтобы не потерять все то, что они сейчас имеют. Потому что они прекрасно знают, что в случае, если вдруг в час X придет настоящее демократическое правительство, честные сыны, башкорты, представители башкирской политической нации, о которой я так постоянно говорю, то им там ловить нечего, им придется бежать, потому что их посадят сразу. А сажать есть за что. Все мы прекрасно знаем, что сразу же всплывет, кто посадил Айрата Дильмухаметова, по чьему заказу была посажена Рамиля Саитова, по чьему заказу была запрещена организация Башкорт, кто участвовал в избиении Ильдара Ямагулова, чьи тетушки и по чьему приказу избивали людей на Куштау, женщин, детей, стариков, сколько было уведено денег с Республики Башкортостан, какие махинации были проведены здесь. Все это всплывет. И, естественно, Хабирова и всю его команду посадят. Так вот, они, чтобы этого не произошло, чтобы остаться у власти, они сделают все возможное. И для этого, они даже говорю, у них есть расписан план. Наша задача ни в коем случае не допустить этого. Потому что я сразу знаю, уверен, что Хабиров, он сразу переобуется. Он скажет: вот, я был всегда демократом, я всегда был за развитие Республики Башкортостан, я в тех условиях делал то, что мог делать, и так далее, и тому подобное. И найдутся, конечно, и люди с его поддержки, то есть с его командой сегодняшней, которые будут топить за него, поддерживать его. И все эти звезды, там Юльякшины, да, и вся его команда сегодняшних вот тетушек, они будут ходить, агитировать за него. Наша задача не купиться на это, не обмануться всеми этими лживыми обещаниями. Потому что Хабиров — это чиновник путинской имперской системы. Это человек, который заглядывает в рот и в глаза Путину преданно. И он же сам говорил, что я в первую очередь должен оправдать доверие Путина, а не доверие народа. И такие люди, если они останутся у власти, даже после демократических преобразований, когда вся эта империя рухнет, вся эта вертикаль власти рухнет, когда все республики будут заниматься построением своего правового государства, суверенного государства, будет это федерация или это будет конфедерация, я пока не знаю. Но в любом случае каждая республика будет наводить у себя порядок. Будут честные, свободные выборы. И вот здесь я еще раз говорю, нам нельзя обмануться. Потому что человек, который воспитан этой системой сегодняшней, вот этой вот имперской, диктаторской системой, колониальной, он не изменится. Он не сможет вот так вот одновременно сразу стать демократом, каким-то таким честным, свободным, достойным человеком. Нет, этого не будет. У нас, если он останется у власти, Башкортостан останется точно таким же ханством, если будет не хуже. Ну вот примерно как Туркменистан, посмотрите, как там. У нас будет, дай ему свободу, полную свободу. Мне кажется, он и Рахимова перегнал бы в узурпации власти. Так вот, наша задача, как я говорю, заканчивая, ни в коем случае нельзя допустить бывших чиновников, которые вот при Путине работали и угнетали
своих же башкир, своих же башкортов. Вот этих башкирцев, они должны быть отстранены. У нас появится такая возможность, и мы должны реализовать этот шанс. Башкирцы, наконец, должны быть отстранены от власти, и к власти должны прийти башкорты. Под башкортами я подразумеваю не только башкирский народ, а представителей башкирской политической нации. Все те, кто будет верен Республике Башкортостан, будет служить и работать во благо ее и процветания. На этом все. До свидания.